вас, дорогие читатели! В 2021 году мы празднуем столетие со дня образования Республики Коми. В честь этого события отдел абонемента Национальной библиотеки Республики Коми подготовил цикл видеообзоров «Моя республика. Книжное богатство». В течение года мы будем рассказывать вам об известных поэтах и писателях Республики Коми, о тех, кто стоял у истоков образования коми-литературы. Мы расскажем о книгах, посвященных жизни и творчеству Ивана Куратова, Виктора Савина, Василия Юхнина, Серафима Попова, Николая Дьяконова, Геннадия Юшкова и Владимира Тимина. Сегодня хочется познакомить наших читателей с творчеством Владимира Васильевича Тимина. Он автор нескольких поэтических сборников. Один из них у меня в руках, называется «На земле предков», и некоторых книг прозы. Родился Владимир Васильевич 2 июля 1937 года в деревне Гарья Сахалинского района. Детство его проходило в военное время. Отец Володя трудился председателем райисполкома, ну а мама занималась домашним хозяйством, поскольку семья была многодетная. Закончив школу, Владимир пошел поступать в Печорский речной техникум. Хотя, вот, когда уже будучи учащимся, он проявлял художественные способности. Умел написать сочинение так, что оно зачитывалось учителем перед всем классом как образец. То есть способности к художественной литературе уже были. Но тем не менее, вот выбрал Печорский техникум, чтобы облегчить жизнь своей семье. Форма и питание было бесплатным в техникуме. Ну а после техникума он пошел в армию, как все. И после армии только смог поступить на филологический факультет Коми-государственного педагогического института. Будучи студентом, подрабатывал в Коми-филиале Академии наук, ездил в фольклорные экспедиции по реке Печоре. Экспедиции — это пароходик «Заря» от Нарьян-Мара до Печоры с выездом, с выходом во все населенные пункты вдоль Печоры. Поэты читали свои стихи, писатели представляли свои произведения, дарили свои книги. Концерт Лидии Логиновой с ее ансамблем Зильбентурен, встречи с населением, жара, комары, оводы. Но они почему-то не кусали Владимира Тимина. Он говорил, что он с ними подписал двустороннее соглашение, договор, чтобы они его не кусали. Ну и в зале, обычно это был клуб, где собирались люди, это были старики и в основном дети, потому что все остальные работали на сенокосе или на каком-то производстве. И вот перед ними и шли эти выступления. Конечно же, все очень добросердечно относились к выступающим, но когда Владимир Васильевич выходил на сцену, то в зале наступало легкое помешательство. Все старики считали его за своего, его обожали дети. Вот буквально высказывая ему свою любовь. Им нравилось его выступление. Ну, а по жизни он работал во многих местах. Был учителем, был директором, был диктором республиканского радио. И причем на диктора он учился в Москве, в Останкино, в студии самого Левитана. 13 лет он был главным редактором телевидения. Он был главным редактором книжного издательства, редактором журнала «World Culture». Ну, особое место в его жизни занимала вот именно литературная деятельность. Он написал очень много книг с исторической тематикой. Одну из них я вам представляю: «Мальчик из Перми Бычеводской». Написал он ее в 2000 году, она вышла отдельной книгой. Вначале до этого повесть печаталась в журнале «World Culture», и 2 года спустя была переведена на русский язык нашей известной писательницы Елены Васильевны Яровой. События повести переносят читателей в 15 век. Главный герой повести — это мальчик Тикей из городка Усть-Куль.
то время на Москву часто нападали племена вагулов и бесстойников. Во время одного из набегов вагулов мальчик был взят в плен и увезен. Он приглянулся одному из сыновей князя, вагульского князя Тимшану, и этот мальчик решил взять мальчика Тита в прислужники. Это повесть о том, как выжить среди чужих, о встречах с уроженцами различных племен, различных народов, об опасностях, горестях и радостях, которые научили мальчика Тита верности своей земле, своему роду и силе духа. Повесть очень интересная, она будет интересна не только для детей, но и для взрослых. Владимир Тимин очень долго работал над этой повестью, почти 3 года. Он исследовал исторические документы в библиотеках и архивах. Повесть очень интересная, познавательная. Кроме того, она была отмечена государственной премией имени Ивана Куратова. В 2006 году повесть была издана и в Сталине на эстонском языке. «Мальчик из Перми» Кучугодской. Еще один исторический роман «Викинг из Биармии». Вышел роман в 2012 году. Тоже 2 года спустя. Роман был переведен на русский язык Юрием Ионовым. Это исторический приключенческий роман. Роман приглашает читателя в легендарную страну Биармия, где жили древние кони. Эта земля Биармия упоминается в скандинавских и исландских сагах. Биармия по коми звучит как Биа-Орму и переводится как страна имени белых. А в романе описываются события, в которых участвуют выходец из этой Биармии, мальчик Бьярма. Его похищают викинги во время очередного набега на страну и увозят его с собой. А на чужбине Бьярма становится искусным воином. Он будет участвовать в походах викингов по завоеванию западных земель. А в конце романа Бьярма попытается вернуться к себе на свою родину, но погибнет от рук союзников. Но на этом руки его не прервется. Читайте, и вы узнаете очень много интересного. «Викинг из Биармии», и есть русский перевод повести. Владимир Тимин, как я говорила, служил в армии в свое время, и есть у него произведения как у советской армии, так и у российской. «Ракета смотрит в небо», повесть на русском языке о службе в советской армии, о новейшем нашем орудии. И повесть, которая была написана в 2007 году, «Потерявшийся в парме БТР». Повесть также вначале вышла на русском языке, потом уже была переведена на русский, и оба варианта есть в нашей библиотеке. «Затерявшийся в парме БТР». Это героический боевик с элементами фантастики. Действие происходит в 1993 году, когда в стране нашей поменялась власть, и главный герой повести – механик-водитель танка Серафим Чупров. В этой повести рассказано о том, как БТР перегонялся через тайгу и с какими препятствиями пришлось столкнуться этой 4 отважных людей, бороться с бандитами. Перевели повесть в 2016 году только на русский язык. Переводчиками выступили Андрей Попов и Александр Суворов. И по этой повести был поставлен еще и спектакль у нас в драматическом театре. А за театральную постановку писателю было присвоено почетное звание лауреата премии правительства Республики Коми имени Виктора Савина. «Затерявшийся в парме БТР». У Владимира Тимина есть очень много стихов, сборников. Со стихами его приглашали во многие зарубежные страны. Он бывал в Финляндии, в Венгрии. Он объездил все автономные республики, где проживают финно-угры. Был во многих городах и селах нашей республики. И
и читал везде, всюду свои мелодичные стихи. В 1993 году его пригласили даже в Дагестан, когда великий дагестанский поэт Расул Гамзатов отмечал свой юбилей, 70-летие. И этот юбилей в Дагестане превратили в национальный праздник. Пригласили глав республик. От нашей республики поехал, в то время был главой Спиридонов Юрий Алексеевич, и пригласили Владимира Васильевича Тимина. По поручению Спиридонова Тимин приехал с подарком. Это была шкура белого оленя. Вначале поздравил юбиляра Спиридонова, пожелал ему творческих успехов. Речь сказал очень правда и передал слово нашему поэту Владимиру Васильевичу Тимину. Ну и Тимин решил сразу же вручить подарок. Сказать нужно, что подарок от нашей республики был очень скромный. Но шкура белого оленя. В то время Джохар Дудаев, президент самой провозглашенной республики Ичкерия, это был 93 год, подарил юбиляру белый Мерседес. Ну, по тем не менее, подарок есть подарок, и Тимин решил вручить этот подарок. Подарок был перевязан шпагатом, и как-то ему стало неудобно вручать вот как бы запакованный такой пакет, и он решил его развязать, а развязать не смог, только было завязано. И он вспомнил, что в его кармане есть перочинный ножичек. Он достал этот ножичек и начал возиться с веревочкой. И тут почувствовал буквально недоброе. Все дула автоматов Джохара Дудаева, охранников Джохара Дудаева, были направлены в его сторону. Но он не дрогнул, он не испугался. Он расправил эту шкуру белого оленя и через стол передал имениннику. Именинник, конечно же, поблагодарил. И тут же Владимир Васильевич отправился к трибуне читать стихи. Стихи он читал на коми языке и на русском языке. Стихи самого Расула Гамзатова. Стихи о том, как, когда воины ссорятся, то женщина кидает между ними белый платок, и ссора прекращается. Помог навык диктора. И читал он стихи очень воодушевленно. И вот весь зал встал, благодарил Тимина, все хлопали в ладоши, и именинник, и Джохар Дудаев. И просто-напросто стихи, наверное, были созвучны тому времени, когда шла на Кавказе уже война. Надо сказать, что 2 дня после юбилея Расула Гамзатова, 2 дня ни в Дагестане, ни в Ичкерии, в Чечне никто не стрелял, потому что эти 2 республики очень уважали Расула Гамзатова. Вот такой эпизод. Ну, а со стихами... Стихи его были переведены на русский, на украинский, эстонский, венгерский и другие языки. Он переводил стихи русских поэтов, Пушкина, Есенина на коми язык, переводил финно-угорских поэтов на коми язык. Он верил в снежного человека, добрых людей, дружбу. И, конечно же, ему всегда хотелось показать коми людей интересными, красивыми, и сказать это на своем родном коми языке. Вот о таком человеке хотелось мне сегодня вам рассказать. А за книгами приглашаю вас в Национальную библиотеку Республики Коми. Всегда рада вас видеть.